Доброй ночи, друзья! В эфире программа «Территория ночного вещания» на канале ТНВ. С вами Женя Потехина и Петр Нижинский. Сегодня в программе мы поговорим не о музыке, а о поэзии. Да, и сегодня мы с удовольствием рады представить вам некий творческий вечер трех поэтов. Сегодня у нас в студии Анна Рус, Татьяна Черненко и Айрат Бикбулатов. Ну, доброй ночи, друзья, вам приветствуем тоже. Рада вас видеть в нашей студии. Многие казанцы вас уже знают, ну, наверняка знают не только в Казани, но и за пределами, да, Татарстана, но все же, учитывая, что нас смотрят не только в Казани, есть отличная возможность, как бы, сказать о себе еще дальше, еще больше, еще громче. Давайте, в общем-то, будем презентовать себя. Что? Надо что-то про себя говорить. Конечно. Ну, я работаю в университете, я там преподаю журналистику. Я не знаю, хотя меня, конечно, позвали не ради этого. Вот. По поэтической части, ну что, я делал театр поэзии в свое время. Я делал театральную студию, театрально-поэтическую студию. Я сделал чисто литературную студию. Потом у нас была такая группа «Общество мертвых поэтов», где я самый был старый из мертвых. Так получается. Вот. Поэтому мы везде выступали, делали какие-то штуки. Вот. И было весело. А сейчас эта студия функционирует? Сейчас, я стал скорее каким-то вот аккумулятором литературных новостей в городе, такой вот фигурой, кому стекаются всяческие литературные новости, то есть каким-то... У меня есть свой поэтический портал, вот с тем же названием «Энтомология поэзии», и, в общем, я считаю, что это самые подробные новости о литературной жизни вообще в республике, которые есть. Спасибо. Татьяна? Да, Татьяна. Мое имя вряд ли известно казанской публике, но знают меня скорее в Праге и на юге, недалеко от Черного моря, где я родилась. Я своеобразный поэт-кочевник. Моя судьба забрасывает меня в далекие дали. Сейчас вот очередная остановка моей жизни здесь, в Казани, чему я, собственно, очень рада. Жила я долгое время в Праге, там я писала, творила, создала центр «Русский культурный салон» для всех русскоговорящих жителей Праги, кто увлекается культурой, поэзией, творчеством. Участвовала там в замечательнейшем театре студии «КСИ». Жила, творила, работала, а теперь вот судьба и любовь занесли меня сюда. Ну, Прага наверняка безумно красивый город, да? А как вас занесло в Казань? В Казань? В Казань это все любовь злая. Вот оно что. Понятно. Ну, теперь Анна. Даже не знаю, что особенно такое сказать про свой творческий путь. Я работаю одновременно сценаристом в студии, которая делает правильные компьютерные игры, такие, которые способны стать альтернативой литературе, насколько это возможно, и кино. А еще параллельно с этим я работаю в творческом классе в лицее при Казанском университете. Кем-то вроде классного руководителя. Вот. Что касается всего остального, я несколько лет жила в Москве и участвовала в огромном количестве литературных фестивалей, победила в очень многих литературных конкурсах, которые, к счастью, устраивали разные люди, иначе бы на меня пало подозрение или на них в коррупции. Вот. Ну, просто, видимо, что-то такое вот было. После, желтые штаны еще. Желтые штаны, конечно, да. Тогда были желтые ботинки. И после этого я вернулась в Казань. Да. И в Казани нельзя сказать, чтобы особенно с каким-то восторгом отнеслись к тому, что вот я за пределами так известна. И, в принципе, до сих пор меня чаще приглашают за рубеж выступать, нежели у меня происходят какие-то выступления в Казани. Да. То есть, если процентное соотношение между временем, проведенным здесь или в дороге, и там, то там я выступала чаще. Вот, но тем не менее, Казань, родной город, родители, семья, все дела, и здесь есть чем заняться. Он пил джин и заедал шоколадом, и посасывал лимонную дольку. Он не хвастал ни постом, ни окладом, руку сердце предлагал, да и только. А она, смакуя свой ркацетели и закусывая ломтиком сыра, тоже думала: а что в самом деле? Выйду замуж и рожу ему сына. А на утро, нервно спички ломая и давя окурок в пепельной каше, он тактично произнес: понимаю. А потом еще спросил: ну так как же? От него шел запах спирта и лука, а совсем не шоколада и джина. И она не приняла его руку, и она не родила ему сына.
Как тяжек бы не был твой труд и расшатаны нервы, ты должен вернуть себе слабую душу Геневры, отбить Катерину у Гоши, любить свою дочь, забыть о Калипсо и верности страх превозмочь. Трясутся колени, и слабое сердце текает, но видишь, что дождь многодневный за миг утихает, и думаешь, глядя на щедрое солнце в окне, что сила есть вера, и Бог на твоей стороне. Но время проходит, а боль никуда не уходит. Того и гляди, одичалое тело нашкодит. Нет, в целом был камнем, и выдать готов на гора. Но ты ли воистину все это думал вчера? И вряд ли на утро ты заново сможешь родиться. А то, что ты делал во сне, никуда не годится. Ни силы, ни веры, но прежнее солнце в окне. Тогда понимаешь, что Бог на любой стороне. Старожилы не помнит снежной такой зимы. Спрашивается, при чем тут мы? Из подсобок извлекаются лопаты, скребки, ломы. Понимая, что нет глубины, а лишь высота у его падения, дворник Андрей Платонов озирает свои владения. И все же думает, где я? Дома его держат за идиота. Не понимают, зачем ему такая работа, результат которой не удовольствие от процесса, не деньги, а лишь мозоли и ломота в спине. Ежедневно он очищает от снега маленький пятачок, получая за это едва ли не пятачок. На утро снег выпадает снова. Хреново, но выполнимо, в отличие от иного, которое кажется мнимо. Бесконечное выяснение отношений, работа, не предполагающая повышений, родители, не озадачившиеся благосостоянием многочисленного потомства в 90-е, когда это было относительно просто. Долгая зима, не обещающая отдыха лето. Все это не то, о чем должен думать джедай с лопатой света. В эти размышляют часы он, о чем неизвестно это. Благословен, кто может каждый день заканчивать дело. Это наука для зрячего, не видящего предела. Только не спрашивайте, зачем он снег убирает почти бесплатно. Это и так понятно. Он убирает снег, чтобы снег был убран. Неважно, что он увидит, вернувшись утром. Главное, что он созерцает перед тем, как идти домой и почивать во дни 6 и 7. Друзья, хотелось бы узнать, в чем заключается особенность современной русской поэзии? Философский Я вопрос. думаю, что в том, что она разная просто. Просто она огромится жизнью, да, то есть, и поэтому в этом плане очень сложно действительно неподготовленному читателю ориентироваться вот в этом море, потому что это одновременно и хорошо, и плохо. Мне кажется, вот недавно была действительно хорошая видеолекция поэта Ленор Горалик, где она, в общем, хорошо говорила о том, как сейчас можно попытаться разобраться и читать современную поэзию, потому что она действительно очень сильно изменилась по сравнению с тем, что вот мы имели, к чему мы привыкли, в общем-то, неподготовленный читатель, обычный читатель, обыватель. Я думаю, мы просто можно, наверное, В интернете, кстати, есть эта лекция, если вдруг кому-то захочется ее найти, ее можно послушать. Но вообще, я должна сказать, что современная русская поэзия, она сейчас на самом деле вот в полном расцвете. Такого количества поэтов хороших, какой есть сейчас, благодаря интернет-пространству, его никогда не было. Потому что если раньше человек, находясь в своем городе или в своем каком-то внутреннем кругу, он не развивался, ну так, как мог бы, то сейчас все, по сути дела, взаимодействуют, могут равняться на кого-то, читают, что происходит, то есть находятся в постоянном литературном процессе, в силу этого пишут все лучше и лучше. То есть литературные журналы, которые раньше искали каких-то там самородков, то сейчас они просто лопаются, не зная, кого печатать. Все пишут очень хорошо. Да, это такой своеобразный синтез. Поэзия сейчас гораздо ближе к жизни, к чему-то конкретному, ежедневному. И благодаря этому постоянному общению... У меня много претензий к современной поэзии, но они вот как раз вот в этой самой лекции, наверное, были высказаны с другой, правда, стороны. Вот это именно претензия невеличия, то, что поэты
отказались добровольно от того, чтобы быть великими поэтами, да, то есть от того, что вот они там носители какой-то миссии, какого-то вот... Но Айрат вообще склонен к тому, чтобы постоянно ходить с маской пророка такого. Да. Мне кажется, если поэт не пророк, то значит что-то в этой поэзии не... И поэтому в этом плане для большинства современных поэтов я жуткий графоман на самом деле. Когда вот, например, москвичи сюда приезжают, они от меня шарахаются, очень многие вот в этом плане, потому что для меня это почему-то осталось важным. Но получается, что я в некотором нахожусь, конфликте с основными трендами, которые сейчас, скажем, в поэзии современной распространены. А какие это тренды, интересно? Вот я и говорю, что... Эпос, новая искренность. Есть просто такой момент, при том, что такое огромное количество поэтов развелось, при всем при этом то, что считается высшей лигой, то, что можно так условно назвать, то есть поэты, которые печатаются в толстых журналах, везде, там, на устах, на слуху, они все равно считают и правильно считают, что поэзия – это все-таки что-то узкое и для узкого круга. Получается так, что в основном поэтов читают другие поэты. Вот Нина Искренко писала: «Меня никогда не полюбит рабочий, он не знает, за что меня можно конкретно любить». В частности, это потому, что у нас читатель немножко не готов. Он настолько привык к тому, что поэзия – это то, что он проходил там, в Серебряном веке в школе. Да, кстати говоря, я как педагог сейчас только поняла, почему именно такие не самые интересные, казалось бы, стихи мы проходили в школе. Если хотите, можно об этом чуть потом поговорить. Ну так вот, читатель наш не очень подготовлен к тому, чтобы читать современную поэзию. А у меня претензии не к читателям, а к поэтам больше в этом плане. Дескать, что же это вы не самобытно, да? Нет. Что же это вы такие постмодерновые? Дескать, мне кажется, что на самом деле читатель вполне готов и может воспринимать поэзию. Ну вот здесь вот тут сложно сойтись. Мы столько раз об этом спорили, на самом деле. Культивируется, поэтому люди не Нет, просто... Для того, чтобы воспринимать настоящую поэзию, есть определенный слой текстов, которые ты должен прочитать, прежде чем читать современного поэта. Есть современные поэты, которые удачно огибают этот айсберг, и поэтому их охотно читают. Но то, что вот называется настоящими поэтами, они принимают таких поэтов, как неких братьев меньших. Ну а да? что значит настоящий поэт? Мне кажется, какая-то такая критерия странно размытая. Это довольно трудно объяснить, потому что это здесь уже лежит в области интуиции какой-то такой особенной поэтической. То есть трудно объяснить, почему из двух непонятных верлибристов один является поэтом, а другой графоманом. Появились новые требования просто к поэту, к современному. Он должен быть действительно начитан именно в современной поэзии, не только в современной, но должен действительно иметь дерево поэзии внутри себя. Он должен быть профессионалом. Поэзия профессионализировалась очень, очень резко, да. И действительно поэзия стала не для всех. То есть, наверное, действительно это было, может быть, обманчивое ощущение 60-х годов, когда поэзия несвойственную роль ей для себя выполняла. Но тогда все только воздуха глотнули. Да, стадионы и так далее. Вот. Теперь поэзия это явно не для всех, это дело круга. Вот. А мне все-таки кажется, что на самом деле есть запрос на поэзию, есть запрос на искусство, скажем, и у тех же самых рабочих, да, которые не поймут. Но мне кажется, что поэзия должна туда приходить. Но мне кажется, просто ситуация получается так, что поэты с поэтами варятся и как-то общаются, а другие на стороне. И поэтому мне и хочется это все. Я скажу, кто занял эту нишу. Дело в том, что, на мой взгляд, например, нишу, которую раньше занимали поэты, то есть некие тексты, в которых есть магия рифма, там размера, музыка какая-то соответствующая, ее сейчас, эту нишу, вполне заняли музыкальные коллективы, у которых сильные тексты. Кино, рэперы. Может быть. Почему рэперы сразу? Просто, представьте себе, да, что происходило, как только появились эти вокально-инструментальные ансамбли. Тогда, по сути дела, брали западные шаблоны, да, за что? За пример. За манеру написания даже. Да, и тексты были у разных групп довольно примитивные, прямо скажем. Важно было скорее манера исполнения сама, то есть музыкальная составляющая. А сейчас такое количество групп, которые пишут музыку на хорошие, понятные тексты, что гораздо проще слушать эти песни. Например, «Сплин», да, тот же самый. Подростки, да, и не только подростки. Поэтому в том понимании, о котором мы говоря о поэзии, как таковой, я даже, честно говоря, и Гребенщикова-то, господи, прости, не считаю прям поэтом, но тексты их песен – это, безусловно, искусство.
просто... Это и главный вопрос. Можно ли одновременно сочетать в двух нишах? Быть поэтом для поэтов и поэтом вот для народа, условно говоря. Или ты выбираешь, где ты. То есть все равно есть вот такой момент, надо выбрать. Ну вот хочется, чтобы и там, и там. Или, это как может быть, голливудское кино и поэт-универсал авторское какой-нибудь кино, понимаете разницу? Не хочется, вот есть такое дурацкое у некоторых членов вот этой тусовки ощущение, что с народом только графоманы. Но почему к народу должны пойти только вот плохо пишущие авторы? Потому что им не стыдно идти к народу, Да, а мы стесняемся. А на самом деле должно быть все-таки вот хорошие авторы, хорошие поэты, они должны приходить к народу и, тем не менее, ощущаться в поэтической среде как хорошие авторы. Ну, вообще, в какой-то степени это, немножечко, но уже начало происходить. То есть постепенно появляются авторы, которые... Ну, то есть сначала они были всем понятны и были не очень интересны. Потом они стали очень интересны друг другу и непонятны людям. И только вот сейчас появляются авторы, которые вдруг внезапно в какой-то вот... в гармонию вошли с тем, что от них хотели бы услышать. Но сейчас, на мой взгляд, только самое начало вот этого всего. Еще рано даже говорить об именах. В Праге все немного не так обстоит. Там поэт всегда обособлен. Он никак не может выйти в народ, потому что языки разные. Русские поэты не любят друг друга. Их приходится нарочно созывать. А где они любят друг друга-то? А почему так? Прага очень своеобразный город. Он город-зеркало. Когда ты смотришься в него, и ты видишь только себя таким, каким ты встал сегодня утром. Прага – это город, куда ты приходишь понять самого себя. И люди там... Там нет активности, там мало движения. Это город, который заманивает в свои сети. И это не только мое мнение. Поэтому русский поэт всегда там обособлен. А поэты-чехи, они изначально, не знаю, может быть, скажу странную мысль, но чехи – это нация хоббитов. Их любимое занятие – вечером сидеть над кружкой пива и беседовать не с собеседником, а беседовать с этой самой кружкой пива. Когда собеседник уходит, он этого даже не замечает. Он продолжает находиться в состоянии некой медитации. Он настолько погружен вот в этот разговор с самим собой, с этой кружкой, в которой он видит вовсе не пиво. Поэтому там сложно говорить о каком-то диалоге. Я предлагаю сделать небольшую поэтическую паузу. Мы вернемся к нашей увлекательной беседе совсем скоро. Черный фокусник. Мне хотели морскую волну наколоть на звенящую спину, но черкнула игра. Прокляну, променяли на ребра и глину. Повторяет: дыши, не дыши, надо мной испуганный кольщик. В черный ящик горящей души положу золотой колокольчик. Мой звенящий светло глукеншпиль, улетай лучше в дальние страны. Здесь полгода беспросыпный штиль, и на землю не падает манна. Я тихонечко гибну, дружок. В январе ядовитой медузы не затянется этот ожог. Улетай. Не хочу быть обузой. Черный фокусник, лживый игрок, обещал мне дельфинов и море. А осталась лишь парочка строк и большое спокойное горе. В тот март, когда ударило под 200 безумных вольт и закипел вольфрам, казалось, нас судьба спаяла вместе. А вышло, как всегда, шершеля-фам. Я год напрасно голову морочу, решая недопонятый урок. А жизнь условно сделалась короче на вычтенный из вечера звонок. Тот, кто со мной, уедет в град свой стольный, и будут свечи, ночь и фимиам. Я не хочу опять туда, где больно, где страшно просыпаться по утрам. Тогда ты был сильнее, между прочим, но пал Хорезм под натиском татар. Ферзи, кольцо, сиреневые ночи, без жалости низвергнутый в тартар. Там 3 стены и тень железной башни, и призрак Арадур-Сюрглан, и Кой. Над нами еженочно плачет банши, а мука не становится мукой. Ужо тебе, я глупенькая кошка на фюзеляже Кутрис Джауда. Казалось, уходила понарошку, а вышла, разлучились навсегда. Однажды ушедший мертв.
Ты пойми, он уже не вернется. Если сердце в груди дрожит, просто сделай себе вкусный кофе, чтоб еще один день прожить. Ты купи себе добрую куклу, уложи на свою кровать. И не бойся, в огромной квартире удивительно сладко спать. Все твои серпантинные ночи не нужны никому, мой друг. Если станет совсем нестерпимо, лучше выключи вовсе звук. Пусть никто никого не оставил, пусть он любит тебя еще. Он уехал, не следует виться по дороге его плющом. Люди помнят, а после прощают, но однажды ушедший мертв. Ты поймешь, ты вернешь. Нет, не нужно, ни к чему прошлогодний мед. Ты сама уезжала так просто, не всегда все пути лишь в Рим. Ты же дикая злая кошка, а не преданный белый бим. Ты такая сегодня смешная. Помнишь, как он с собой звал? Здесь на стенах чужие портреты. Лучше выйди в соседний зал. Прощайте, мой сеньор. Залатана душа. Слова мои просты. Пусть будет в них печаль, а не укор. Лови свою удачу. Разбиты зеркала, разрушены мосты. Седлаю я коня. Прощайте, мой сеньор. Я больше не заплачу. Дубовые кресты в дому моем простом. На окнах и дверях. Утерянным ключом судьба меня стращает. Испорченный сюжет исписанным листом. Мой друг, вы были мне единственным плечом. Такого не прощают. Хотелось бы узнать, на ваш взгляд, в каком веке был самый расцвет русской поэзии? Может, 19, 20 или 20? Произошло расцвет русской поэзии. А он будет? Вот со дня на день. Если ничто не помешает, то да. Смотря что считать расцветом. Вот что? Вот если обилие поэтов, там разных, много и разных, там, как Маяковский говорил, то да, сейчас. Почему нет? Мне кажется, расцвет поэзии – это актуальность поэзии для, скажем так, рядового, ну, для обывателя. Ну, помнишь, ты говорил, что расцвет поэзии наступит тогда, когда сдохнет электричество. Ты считаешь, что оно скоро сдохнет? 2012 год, вот этот вот. Так, во-первых, ты меня выдал. Я вообще не хотела об этом говорить. Ну, по-прежнему, да. Я считаю, что расцвет поэзии наступит тогда, когда отрубит интернет и когда выступающий человек перед людьми будет зависеть, ну, то есть от самого себя исключительно. То есть музыкантам сразу станет очень тяжело, электронщики вообще уйдут в подполье. А поэт как раз вот выйдет на волю, распахнет объятия людям. От него ничего не требуется, он читает свой стих вслух, вообще, больше ничего. Такое искусство, которое будет всегда. Даже когда ты в тюрьме там, со связанными руками, ногами, ты можешь и сочинять стихи, и читать Художник стихи. на необитаемом острове, чем он будет рисовать, да? А поэт на необитаемом Сочиняет головой, неважно. Себя. Он сочиняет головой стихи. Поэтому на самом деле не обязательно ни зритель, ни читатель. Ему самим вот собой именно, что неплохо. и размыты сейчас критерии. Сейчас не осталось критериев хороший поэт, не плохой поэт, потому что любой плохой поэт найдет себе кучу его слушающих людей, аудиторию, которая будет его... Скажет, пиши, ты не... Они все тебе просто завидуют. Да, поэтому вот сейчас, в общем-то, институт критики, он немножко не занимает ту нишу, которая была раньше, и, в общем-то, сейчас любой может стать поэтом. Так, а может, и не нужно критиковать? Ну, как не нужно критиковать? Нужны, вот в этом море хороших поэтов нужно как-то лавировать, как-то Но кто-то всегда найдет то, что ищет. Ну, нет, это сложно сейчас. Должны Сейчас быть карты, просто... в боях должны быть карты. Сложнее, чем кажется, да. Вы понимаете, что есть еще, вот мы с Айратом постоянно по этому поводу дискутируем, что есть же помимо литературы еще литературная жизнь. Что даже среди лучших из лучших все равно очень часто оказывается кто-то, кто по какой-то причине смог туда, значит, выйти, там, у кого папа издатель или еще что-то, там же это тоже все есть. И привозя, например, если когда какие-то поэты на какой-то фестиваль все вместе приезжают, среди них очень часто затесываются те, кого нельзя было не позвать. А нечастные читатели, значит, открытым ртом внимают, и им кажется, что все это одного уровня. Я ведь вот даже тоже, я вот сейчас очень мало читаю на самом деле. Но я читаю за теми стихами хороших поэтов, которые выкладывают, например, некоторые критики, которых я просто знаю. Они выкладывают это в интернет как свои, ну, что ли, рекомендации и так далее. Потому что у меня нет времени вот отслеживать огромное число появляющихся хороших текстов, но это не моя работа. Вот. А здесь это какие-то ориентиры. Я знаю, что вот у этого человека есть, ну, определенное мнение, определенный вкус и так далее, и я могу следить за тем, вот, что он выбирает, к примеру, вот в этом огромном потоке. Любимая, припомни свой восторг. Дождь в рукавах нащупал водосток и вытекал.
И я насквозь промок, и Ватикан своих святых отцов усылал на верфи. Мы строили большие корабли, то лодочки, то бревна собери, и будет плод. И среди нас, смотри, сам Петр I, припомни, милая, ты не припомнишь, тоже 5 лет назад я был 100 крат моложе. Я был Сократ. Погода стала мрачной с утра, и номера для новобрачных все заняты. И это значит нам по-разному разбредаться номерам. Я вырос пса, и оттого тем паче былой восторг не сможет стать щенячьим, что я и сам щенком бы стать не смог. Я не впопад припомнил свой восторг. Ах, милая, ну что все это значит? Ты знаешь, милая, ведь все дело в быте. Все дело в том, что ты живешь сейчас так, чтобы было комфортно. Чтобы все было нормально, чтобы все было. Чтобы я перестал курить, голову выставив форточку. Да дело не в том, что я слишком художник. Ты мне говорила, ты не станешь счастливым, пока не вынесен мусор и посуда не мыта. Человек слагается из всего, а ты провозглашаешь отсутствие в человеке его обыденности, его повседневного быта. Да я и не то, чтобы провозглашал специально. Я думал совсем о другом. О другом, ты помнишь, как-то вдруг так вышло. Быт — это самое главное, и в одном с тобой быту мне жить невозможно. Я думал просто, что можно о нем не думать, что можно не думать о многом, чтобы думать взамен о главном. И я не знал, что главное — это то, что думаешь ты, что пора бы почистить в квартире плиту и ванну. Когда же я понял, что возвращаться нельзя? Когда весь пол был натерт и посуда помыта, в нашей грустной паре я — безумная стрекоза, а ты — муравей, занималась устройством быта. И тут-то я понял, как ты была права, известный конец у известной в конец истории. Ты все закончила, а я сочинял слова, и я свой быт нисколько не обустроил. И мне бы заняться и ванной своей, и плитой. Теперь ничего своего, я гляжу на капель. Ах, кто это? Кто там шуршит за моей спиной? Наш участковый? Или последний ангел? Милиционер остановил меня полного чемоданом. А ну-ка, де, предъявите документики, товарищ иногородний. С какой целью в Москву, де, пожаловали? Как долго планируете пробыть в столице нашей Родины? А я, тщедушный, прижимал чемоданчик к коленям, смотрел на него, и глаза свои мне мерещились синими. Я геолог, знаете, я всю Сибирь исколесил, а нынче из самой последней иду экспедиции. Вот, не хотите ли шпаты? И предъявил ему сад из прекрасных каменьев, аккуратно сложенных вдоль бассейна всего чемодана. Я видел, милиционер смотрел на меня обескураженно. Мой чемодан был распахнут, и пасть чемоданья мне закрывала колени, а из нее торчали ненужные государству шпаты. И глупо смотрел на меня человек. Он был бесхитростный и неуклюжий, как первый гений. Из поэмы про Маяковского. Зубами лобзаю плечей твоих подбородки. Нежный кроткий щен, кисонька, не уходи от меня за водки. Не надо от меня за водки. Для тебя останусь ни с чем, ни стихов не хочу, ни крыльев, но повторять каждый час и день. Я люблю Лилю, я люблю Лилю, я люблю Лилю. Л-Ю-Б. Вымахал, Господи, большой и красивый, а я глупенький кроха. Адамом подбежал бы к нему и спросил, что такое хорошо, Боже, и что такое плохо. Мне он тебя пригрел на груди и вывел, и любить велит. Присмирел я, прости меня, Господи, отдай мне мою Лилит, мою Лилю. Нежная будешь моей, ты неважно, чьей была раньше. Нажми пальцами на волшебной флейте позвонков моих клавишей. Играй, играй, Лиля! Будьте со мной любою. Гамлетом не спрошу, to be or not to be. Я тебя огорошу своей любовью. И как Бог тебе велю, люби. Лилечка, Лиля. Пречистое тело свое в объятия мои бросила Лилечка. Мне другой не надо, Марии. Ты тоже жена Иосифа. Вот он входит, еврей обрусившийся, гладит тебя, садится рядом, а на меня с самых высот обрушивается ревность ниагарским водопадом. Но я ничего не скажу ему, даже любезничать силюсь, а сам крик в беременном рту зажму. Лилю, я люблю Лилю, Лилечку. Ты
В его перешла из моих, а я в объятия улицы ночь, гостиница, фонари, проститутки, Пьеро, распутница с красным бантом. А я всю ночь о тебе говорил, с первым встречным Дантом. Ружья побросав на поле солдатики, бабочек руками ловили, когда на небе на синенькой глади вытканный образ лилин глядит. Ах, не стращайте меня, война, 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 а я не знаю жутче тыла, в котором нет бомб, но есть одна она, та, имя которой Лиля. Милая, дай прижаться к тебе. Милая, дай губы. Лилечка, я люблю тебя. Лиля, Лиля. Л-Ю-Б. Моя маленькая девочка танцует. Я губами к шарманке приник и вращаю ручку ее шкатулки, будто перелистываю дневник. Я читаю историю одной юной Лили, танцующей на стекле. Но черные буквицы перетекут в руны, начертанные веточкой на земле. Я ничего не прочту, не имея права, но имея талант Бетховена быть глухим. Я разучусь совсем и совсем коряво, как гимназист начну сочинять стихи. Моя маленькая девочка танцует, она из парафина и шелка, а я смотрю на нее и тоскую из окна своей школы. Ни страха нет, ни жалости, ни гнева. Мы обнаружены, обезоружены, обнажены. Я не Адам, а ты не Ева. И тот, кто смотрит нас со стороны, не отче. Ни отчаяния, ни жжения не чувствуем под дулами солдат. И вовсе не стыдимся обнажения. Нас выведут. Над всем заголосят сирены. Трубы запыхтят дымами, мы на плацу. Мы перед пацанами, умятыми в солдатский пух шеренг. Два голых человека. И голос гул. Приподнимите века. Услышим за собой. Но что-то закружится, завертится. Сольются наши лица в одном лице. Очутимся в малиновом яйце. Ты справа, а я слева. Брось яблоко, кричу, нельзя, харам. Я вспомнил все. Я все-таки Адам. Ты Ева. И купол скорлупы. Что храм? Друзья, сейчас в интернете существует огромное количество поэтов, которые пишут вот без рифмы, да? Интересные такие стишки, получается. Ваше отношение к этому? Это всегда было, но это не новость. Это, ребят, это уже традиция, как минимум, больше 100 лет точно. В Европе и Америке в рифму, в принципе, писать это дурной тон, и это могут себе позволить только авторы текстов к попсовым песням или те, кто для рекламы пишет. Это, наоборот, сейчас интересно. Когда я был в Америке, я был маленьким, мне было лет 16. И нас туда позвали на какой-то спортзал, встречу с каким-то сенатором будущим и так далее. И когда я надевал костюм, пиджак, мне говорили местные эти американцы, вот эти дети, да ты что, мы же неформалы. И мы приходили в этот спортзал, и все были неформалы, все были в джинсах, и русские были в костюмах. Так кто же был неформал? Это вот то же самое, что вот писать в рифму и не в рифму, например, да? То есть вот иногда писание в рифму классическим стихом сейчас. Это вот нечто такое. Хотя хорошие поэты владеют и тем, и другим всегда. В России могут себе позволить еще в некоторое время писать в рифму, потому что, например, в английском языке в нем, как я слышала просто, что набор рифм уже немножечко кончился, то есть истощился этот запас, а русский язык, поскольку слова длинные, сочетаний много, нам еще можно, но объяснить иностранцам, почему, например, русских поэтов надо в рифму же и переводить, они этого не понимают, говорят, что вся чистота теряется, а мы, в свою очередь, не понимаем, очень часто у нас рифма смысловая, то есть она важна, из-за того, что эти два слова рифмуются, эти две строчки написаны. И когда меня, например, спрашивают про свободный стих, то есть стих без рифмы и без размера, то есть насколько вот он хороший, плохой, я говорю, что, на мой взгляд, это все равно, что какой-то кулинарный шедевр создать без соли, без специй. Если тебе удалось это сделать вкусно, то это в 1000 раз труднее, чем сделать вот со всеми этими штуками. Но, соответственно, гораздо легче облажаться и испортить. Кажется, по-моему, стихотворение в прозе, стихотворение в рифму изначально несет разную миссию, разную функцию. Потому что, когда стихотворение идет в прозе, оно скорее перечисляет какие-то факты, оно скорее является рассказом по своей сути. По-разному. Бывают верлибры совершенно без, ну, казалось бы, ну, вот пишешь так, ну, пусть будет сюжет, бессюжетный.
Там... Тогда уже форма не соответствует Действительно, содержанию. мне больше хочется, чтобы мы действительно... Вот помнишь вот эту разницу, да? Хороший верлибр, плохой верлибр, да? Вот как, вот как это выяснять? Вот насчет чего? Здесь чисто вкусовые какие-то вещи? Там... Мне кажется, чувствуешь как-то. Вот чувствуешь, что это хорошо, это плохо. Вот тут по-другому не получится. Потому что к верлибрам, в принципе, некоторые недоверия все испытывают поэты. Некоторые недоверие. При этом, ну, хороший верлибр, он все равно что-то включается, хороший верлибр. Получается так, что все же, ну вот я так понял, как считает Татьяна, если нет рифмы, то это как бы и не стих, собственно. Нет, Это почему? стихотворение. Почему? Это Наоборот. стихотворение, да, просто несущее другой оттенок совершенно. Что касается нет рифмы, об этом говорить даже нельзя. Если есть размер, то очень часто отсутствие рифмы даже просто не замечается на слух. Я вот, например, могу что-нибудь прочитать, там, когда... У нас у каждого есть такие стихи. Да. Это вот и хорошие стихи, в стихи. которых размера нет, вот это сложнее. Но если нет размера, а есть рифма, то все равно, да, вот эти зацепки есть. А вот стихи, где... Вот свободные стихи, где нет размера постоянного и нет Просто рифмы, очень вот это тяжело воспринимать. Очень. богатая ведь традиция у русской поэзии. Она уже и так, и сюда вывернула. И очень много чему научилась за это время. Очень большой путь проделала. И уже от Пушкина очень огромный путь за весь 20 век, например, там, и к 21-му. То есть чему только не научились в этом плане. Интересно, а к стихотворениям каких авторов вы испытываете какие-то нежные чувства, скажем так? Нежный, ну, я влюблена в Серебряный век. Окончательно и бесповоротно. С самого детства и предпочтения не меняются. Ну, мне, конечно, по идее, надо бы кого-то выделить из современных авторов. Но это, наверное, Аня сделает лучше, потому что мне сложнее. Хотя я читаю современных людей. Но из тех, кто вот к нам приезжал, мне близка была Ирина Ермакова. Вот из тех, кто нам приезжал. Или, например, Юрий Арабов. Вот, это из тех, кто были просто в Казани, если называть. Как поэт? Юрий Арабов как поэт. Да? Да, Юрий Арабов как поэт. Мне вот очень. Вот книга «Воздух», например. Я не потому, что я сомневаюсь, я просто не читала, Нет. Вот это главное мое поэтическое впечатление вот этого года. Вот этого прошедшего. Юрий Арабов. Здорово. Вот, это он меня Галину, например, он меня перекрыл. Вот. Ну, а если брать из тех, кто вот пораньше, то у меня были странные сочетания. Я, например, любил одновременно Клюева, который, ну, учитель Есенина и так далее, и любил, например, Маяковского. Да, то есть какие-то странные. Вот, ну, Блока очень любил, там, из Серебряного века. Из позднейших любил Николая Глазкова, такого юродивого немножко хулигана. Это дальше там Арсений Тарковский, ну, вот 60-е годы. Некоторые такие авторы, такие немножко... на грани разрешенный, неразрешенный, то есть на грани такой. То есть вроде бы и не запрещенные, но какие-то такие вот в полуподполье такие люди. Ну, об Арсении Тарковском мы поговорим в скором времени, ну, да. Блин, ну ладно. Да, теперь Анна. Ну, мне как раз про современников тяжело сказать. Во-первых, все равно Пушкин, вот все равно, ну, то есть что угодно, да. Отлично, а то бы не назвали, ты слушай. Вот вы не сказали про Пушкина, а вот... Ты, блин, правильно все. Вот, Пушкина-то назвали, да? Из тех, кто попозже, мне вот очень нравится Ходосевич и Георгий Иванов. Ага. У них между ними... Правда. Напряжение вот это вот. Они тоже рифмуются между собой, Это да. при том, что разные совсем. Вот, а из совсем прямо наших современников... Недавно вот кого-то я читала, прямо чуть не плакала. Очень мне нравится Михаил Айзенберг, но чуть не плакала я от кого-то другого. Сейчас трудно сказать, потому что меняется от каждого нового написанного автором текста. Мы скорее любим отдельные тексты сейчас. В общем, да, сейчас вообще все так текстоцентрично скорее произошло. То есть автор, они все время тоже меняются, все же взаимодействуют, все друг на друга влияют, и у каждого автора вдруг внезапно бац, что-то Пушкин это вот совершенно точно. Мне, например, тоже. Мне начиналось с Бориса Годунова, как ни странно. То есть у каждого свои, наверное, тексты Пушкина важны. И «Медный всадник» для меня был важен. Для меня Евгений Онегин. Удивительно. Просто по-настоящему очень хороший роман написан в стихах. Да не просто в стихах, а еще такая сложная форма. Ну, давайте об удивительных всегда романах и стихотворениях поговорим чуть позже. Прервемся небольшую паузу. Я не такой, как все, так говорят мне все. Меня смотрели все эксперты по этой теме. Меня не берут играть, меня не берут служить. Голос в моей голове со мной говорит все время. Родичи и друзья думают, я того, думают, будто я должен забыть его
А он спорит со мной о том, кто выдумал этот мир, кто вставил в него меня и кто обо мне хлопочет. Я не скажу врачу про голос в моей голове, я гнать его не хочу, а сам он уйти не хочет. Родичи и друзья думают, я того, думают, будто я должен забыть его. А он по ночам во сне учит меня летать. Он говорит, лети, и я до утра летаю. Ну вот и сегодня встал и понял, что толкнусь, и все будет как во сне. Внимание, я взлетаю. На-най-на-нам, ла-най-на-най-на-нам, ла-най-на-най-на-нам. Он мне сказал, что я должен оставить дом, должен лишиться глаз, должен не верить в басни. Он мне продиктовал адрес, где я смогу купить подходящий ствол, чтоб мир стал еще прекрасней. Родичи, друзья думают, я того, думают, будто я должен забыть его. А он по ночам во сне учит меня летать. Он говорит, лети, и я до утра летаю. Ну вот, а сегодня встал и понял, что оттолкнусь, и все будет как во сне. Внимание, я взлетаю. На-най-на-най-на-на, на-най-на-най-на-на. Мама в бизнес-центр приходит со мной, говорит, ей нужен офис 108. В бизнес-центре очень красивый холл, там есть 2 фонтана и мраморный стол. Мама мне велела в холле подождать, я сказал ей, можешь мне чего-нибудь дать. Но она, чтоб я со скуки не сходил с ума, посадила меня около аквариума. Здравствуйте, рыбки, вы мои маленькие рыбки, маленькие рыбки. Наконец-то я смогу узнать вашу тайну. Золотые рыбки очень хороши, интересно, где у них пузырик души. Некоторых портит темноватый живот, видимо, душа в них потемнее живет. Здравствуйте, рыбки, вы мои маленькие рыбки, маленькие рыбки. Наконец-то я смогу узнать вашу тайну. В офисе 108 свет погас давно, я втыкаю в рыбок, как в крутое кино. Самая большая смотрит прямо в глаза, видимо, готова мне всю правду сказать. Здравствуй, ребенок, ты мой маленький ребенок, маленький ребенок. Наконец-то я смогу узнать твою тайну. Скоро во всех офисах погаснут огни, маленькая рыбка, мы остались одни. Будем ждать того, кто нас заметит с тобой. Скоро он придет и заберет нас домой. Скажет: здравствуйте, детки, вы мои маленькие детки, маленькие детки. Наконец-то вы пришли узнать мою тайну. Айрат Шамильевич. Да, интересный вопрос. Вот я слышала о поэме об Арсении Тарковском. Сразу 2 Тарковских, Андрей и Арсений. Ну, есть у меня поэмы. Ну, в принципе, я поэмы писал с 2002 года. Каждый год у меня был по биографической поэме.
Вот. Первый как раз был у меня «Овация в Нижинском». Вот. И одна из последних, это больше об Андрее, на самом деле, Тарковском, но там есть и, конечно, и тема Арсения Тарковского. Вот. И эту поэму я сделал как такое странное, ну, кино, поэма-кино, вот. Какие-то там, ну, ассоциативные такие картинки, которые для меня вот выстраивают и этот образ, и эти отношения. Из этого потом получился спектакль в Саратове. Такой свободный театр, там есть такой, вот они поставили. И в самом первом пробном показе я даже сыграл там эту главную роль. Вот, я к ним туда поехал, и неделю мы провели, сочиняли, придумали вместе этот спектакль, о чем заранее будет говорено. И потом он у них в репертуаре был. Вот. Какая-то странная история, мне вообще с поэмами. Вот эту поэму я начал читать почему-то, прочтя сценарий не Тарковского, а, например, вот Параджанова. То есть я читал Параджанова и почему-то решил, что я буду писать про Тарковского. Так странно. Ну, наверное, Андрей Тарковский вам как-то ближе, по душе все-таки. Ой. Вот с поэмами происходит такая штука. Я выбираю героя, через которого хочу рассказать какую-то важную историю. То есть биография – это рамка, то есть за которой я не выхожу. То есть Нижинский, Гаршин, потом неожиданно какой-нибудь Оскар Уайльд, там, или Илья Обломов, или Илья Муромец, например, вот, и Тарковский. И в данном случае Тарковский тоже, это была рамка для того, о чем я хотел поговорить. Я хотел поговорить о том, как, ну вот в поэте вот этот вот вопрос, поэт и быт, художник и быт. И я до этого писал о Маяковском, и там вот эта вот любовная лодка там разбилась о быт, но я не хочу уже, чтобы лодка разбивалась о быт. Но я хочу, чтобы это нормально как-то попыталось примириться, как-то попыталось мирно жить в поэте, в художнике. Вот поэт и быт. И я взял фигуру Тарковского Андрея, чтобы об этом поговорить, хотя у него тоже все было сложно. Но он, по крайней мере, он пытался, в отличие от Маяковского, пытался это как-то все в себе, как мне кажется. Роженица. Теперь я знаю, внутри меня океан, и странная рыба там бьет в тугой барабан живота моего изнутри. Мы старик и море, я и чадо мое, мне сказали, что это чадо так бьется. Оно на привязи, я рыбак, а рыба вцепилась и тянет, провисло сильно дно моего океана. И леска моя, пуповина, оттянута да не могу. Я борюсь с чадом своим и люблю его. И это тянется долго. На дальнем моем берегу собрались знакомые, но я одна из них навострила лодку. Вам не узнать о том, кто сейчас во мне маленькой ножкой бьет изнутра вовне. Одна я растила его, уминала сушу в моем океане любви. И теперь не струшу, плыви, мой рыбенок, плыви, все теперь иначе. Я теперь не старик, я мать. Я теплее и слаще для тебя, малыш, чем была для папы твоего. Ты меня надкуси, накапай из меня в себя. От любви до хрипа отломи кусочек белый. Ребенок рыба, я тебя рожу, я тебя не брошу. Я тебя спрошу, как ты, мой хороший? Откричав, спрошу, как ты, мой хороший? Плавники шутя, поменяв на ножки, ты очнулся в них, жив и обезвожен. Мой милый, неужели забыл ты, как я тебе кричала? Чадо ты мое! Ты любовь, чадо! 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 Жизнь не сложна. Ты думаешь, сложна, а жизнь проста. И ты старайся просто прожить, работать честно и поста не нарушать, пока еще возможно, не уноситься в грезах далеко. Кто знает, унесет в какие выси. Но каждым утром козье молоко тебе приносит женщина в кувшине из красной глины. Молоко белей туманного рассвета в Апеннинах. И ветер, друг усатых кораблей, щекочет спину. И портрет Эвиты в цветочной рамке летом виноград давить ногами под мотив Вивальди. А ночью засыпать. И шоколад растаял тихо на ее кровати.
Как проводит свое обычное свободное время поэт? Он же поэт, но он же человек. Ну, что, как человек и проводит. Работает, отдыхает. Я не знаю, может быть, вы посещаете там спектакли, Кинотеатры, театры, да. или идете в ночной клуб, забываете о том, что сочиняете там, на салфетках пишете. Да что угодно может происходить. Ну, вот как-то приехал в Челны, и там потом в блогах друзья мои написали: приезжал Айрат, за что был нещадно катан на коньках. Ну вот, действительно был нещадно. Его в этот раз в Саратове тоже был нещадно катан на этих самых коньках, вот с этими своими больными ногами. Вот. Ну что ж, и ночные клубы были, и сауны были, ну, были и театры, были и киношки. Ну, блин, пойдем сходим. Нет? Вот, поэтому, мы обычные нормальные люди. Вот у нас есть такой поэт в Казани, Рус Галеев. У него есть стишок про это, он прям вот вопиет. Поэт нормальный человек. И от того, что он так вопиет, конечно, видно, что он совсем ненормальный. Нормальный, абсолютно. Нет, в смысле поэт ненормальный, а не он конкретно. Вот. Очень мы его любим. Ну, то есть, я просто говоря о том, чем поэт занимается в быту, сразу становится понятно, что, учитывая, что у него быт такой же, как у нормальных людей, это означает, что стихами он на жизнь не зарабатывает. То есть точно так же ищет, где бы ему чем-нибудь там вот как-то на жизнь там и на семью, и чтобы на все хватило. Точно так же сводит концы с концами, как вот кому повезет. Просто потому, что очень мало есть поэтов, которые литературным трудом могут обеспечить свою семью. И в этом даже что-то есть. Имя им Легион. Как мне жаль твоих бывших пассий с номерочками на запястьях. Завтра в новые воды канешь, завтра новую стаканишь. Все распутством твоим измазаны, как стаканчики одноразовые. В этот список увядших, бывших я вхожу именами Кришны, Махамантрой, великой песней. В этом списке мне слишком тесно. Слишком много меня, без сдачи. Убираюсь к чертям собачьим. Ураборосом нас возвращает к зачатию, к той поляне, где спьяну пригрезилась жизнь. Я все начал сначала. Суровой печатью обозначил на прошлом свои падежи. Здесь не ждут и не верят. Пространство привычно принимает пришедших. Кто свой, кто чужой. Я все начал сначала. Здесь все как обычно. Здесь не важно, кем был ты. Садись и не ной. Видимо, придется вырезать. Богу Богова. Как замкнулась, загорелась, обнаженной, без одежд, обожглась я этим утром на кострах своих надежд. Видно, ведьма, видно, свято эти пыточные дни. Все в огонь, дышать уж нечем. Прочь, мой миленький, не льни. Эй, змея, проси пощады. Не боюсь, не жду, не чусь. Отвернись, примкну губами я к дорожному плащу. Смотрят строго и печально окон темные зрачки. Ты по мне истосковался, знай, как душу на клочки. У меня к тебе призвание и звериное чутье. Как ты пах, забудь травою, заварю для нас питье. Отпущу воздушный шарик, отпущу нас душ, наду, зацелованную душу распускаю по ветру. По ветру, воздушным змеем, семицветиком шальным. Помяните же нас, люди, словом крепким, площадным. Выгорела, засветло город меня застал, выдуманным, аспидным, в царство кривых зеркал. Жрицу или падшую, взглядом в последний путь. Яхонтовой чашею выпей, прости, забудь. Цезарю Цезарева, укротившему слава, Лазарю Лазарева, укротившему лавры, Писарю Писарева, не забывшему мука, Кесарю Кесарева, не забывшим разлука, сон сильному, яд павшему, свет прошлое отдавшему, мед льстящему, сил пьющему, ночь спящему, дом льнущему, нам помнящим век кается, брось с горочки, пусть катится горошиной росиночкой, отброшенной кровиночкой.
Друзья, сегодня у нас в гостях были 3 замечательных поэта. Это Анна Рус, Татьяна Черненко и Айрат Бигбулатов. Ну что, мы будем прощаться с вами до следующей недели. Желаем вам хороших выходных. А я скажу, не прощайтесь с поэзией.